Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. И сегодня у нас с вами тема «Как помочь себе в сложной ситуации или просто в житейской ситуации, как избегать волнений, страхов, агрессии и так далее». Почему возникла эта тема? На моем канале в декабре вышло видео «Жизнь продолжается». И некоторые подписчицы написали: «Я не могу справиться со своими эмоциями, меня одолевает страх, страх за себя, либо страх за своего близкого человека, я не могу сдерживать свои эмоции» и так далее. И я решила, что вот надо такое видео записать. А потом подумала, ну, мы все очень взрослые женщины, и, в общем-то, каждый научился сам справляться со своими проблемами. Но потом я подумала, поскольку мой канал, к моей радости, смотрят достаточно молодые женщины, то, может быть, мои какие-то правила, которые я использую в своей жизни, может быть, они вам помогут. Ну, начнем. Что если вас тревожит какая-то мысль, если вы не можете избавиться от этого, ну, надо запомнить только одно, что побеждают не те, кто избегают вот этих волнений, а те, кто сохраняет спокойствие духа, свой холодный рассудок. И никогда не надо принимать какие-то решения или действовать, если вы находитесь в каком-то смятении, если вы не уверены в том, что ваши намерения принесут вам конкретно какое-то облегчение. Почему я про это говорю? Просто в моей жизни были такие ситуации, когда речь шла о жизни близкого человека. И можно было расслабиться и плакать, понимая, что, скорее всего, будет вот так. А я просто собрала себя в кулак и начала действовать. И я считаю, что мои действия, не расслабившись, все оценив, они привели к тому, что этот дорогой мне человек остался жив. И я рада тому, что в сложной ситуации я могу собой руководить, я могу заставить себя трезво абсолютно смотреть на вещи и понимать, что зависит от меня, а что не зависит. Ведь подчас как бывает, у человека возникла какая-то ситуация, когда, ну, ему кажется, что вот все так плохо, и все, крылышки сложил, не предпринимает никаких действий. На самом деле так поступать нельзя. Прежде всего надо думать о том, что переживая стресс, а это не 5, не 10 минут, да, иногда это днями, неделями продолжается, когда человек сам с собой обсуждает какую-то ситуацию, внутренний монолог какой-то ведет, на самом деле это просто лишает вас здоровья, поскольку выделяется огромное количество кортизола, это гормон стресса, и ваш иммунитет от этого страдает. Поэтому сразу включаете голову и говорите, зачем я это делаю, если я после этого заболею, или если после этого ухудшится мое состояние в связи там с какой-то болезнью. Ну, самое элементарное, у меня просто повысится давление, да, и я должна буду принимать таблетки. Поэтому всегда на весы кладете с одной стороны возникшую проблему, с другой стороны свое здоровье.
и никто о вас не позаботится, кроме вас самой или кроме вас самого. Дело в том, что тревоги за близких, еще раз повторю, это настолько выматывает, что проще сесть, спокойно подышать и понять для себя, что от вас зависит. Потому что просто переживать, плакать и ничего не делать вам облегчение это не принесет. Знаете, вы можете просто сесть, я делаю так достаточно часто, взять листок бумаги и для себя коротенько написать от того, что я вот так переживаю, что изменится. Первое. Мы говорим о, допустим, плохом состоянии близкого человека. Смогу ли я своими переживаниями помочь ему выздороветь? Ответ – нет. Второе пишите. Если я найду такого-то врача, это принесет облегчение моему близкому человеку? Да, скорее всего, да. И вот так по пунктам, когда вы записываете все это, то у вас формируется определенная позиция, позитивная. Не просто сострадание, не просто плач в душе или в реальности, а действительно вы хотите помочь. И ваша задача прежде всего самой быть здоровой для того, чтобы действовать. Бывает так, что люди, как это сказать, не находят, ну, нет никого рядом, не с кем пообщаться, не с кем поговорить. Вы знаете, часто достаточно вам может просто помочь, я не знаю, в силу вашей веры какой-то, молитва, либо намаз, либо еще что-то. Поговорите, проговорите все это. Те, кто со мной давно, я как-то делала видео, я достаточно часто открываю томик Омара Хайяма. И в частности, он же большой не просто поэт, а он психолог. У него столько тонких вещей, если читать внимательно, то там на многие вопросы просто будут ответы. У него есть вот такая фраза. Омар Хайям сказал, обращаясь к Всевышнему: «Когда моя надежда угасает, напомни мне, что твоя забота шире моих тревог, а твой замысел мудрее моих желаний». Ну вот эти слова, вот действительно, это можно приравнять к своеобразной молитве, тем более, что многие ведь не знают молитв, а обращение может быть в свободной форме. Возможно, вам этот вариант подойдет. Меня это достаточно часто спасает, потому что, ну, те, кто живут одиноко, те знают, что достаточно ну вот, не получить звонка своевременного там от близкого человека, и уже начинаешь думать, я никому не нужна, вот то-то, то-то и то-то. И тогда надо сказать: Господи, ну помоги мне, дай мне справиться со своими мыслями. Человек может быть занят, у человека могут быть свои заботы, он позвонит обязательно позднее. Кстати, я хотела бы сказать, я уже есть на моем канале несколько видео по поводу того, что наше подсознание, оно же реально действует. И я приводила примеры книг Джо Диспенза «Подсознание может все», и Джон Кехо о подсознании говорит. Но это не просто вот себе сказать, вот будет вот так все, и все замечательно. Нет. К мысли надо еще добавить какое-то действие. И когда вы вот совместите это, вы обязательно увидите результат.
Я не буду сейчас распространяться, но с мыслью о работе с подсознанием я впервые познакомилась в 2000 году. Я случайно приобрела книжку Натальи Правдиной, и читая ее, я как-то об этом в видео рассказывала, читая ее, я начала действовать так, как вот она предлагает. И вы знаете, поразительно, очень многое в моей жизни произошло так, как я себе стала это представлять. Поэтому, ну, это не то, что там я мечтаю, и все у меня будет хорошо. Нет. Для этого надо, конечно, плюс ко всему работать. И я записала себе вот такую фразу. «Вера без дел мертва». Это послание Иакова было. И также можно сказать, что и мысль без дела, она мертва. Просто мечтать, конечно, мало. Надо что-то действовать. Когда наступает отчаяние, попробуйте найти опору в фактах, которые есть на самом деле. Знаете, оставьте вот свои эмоции, возьмите, еще раз повторю, у меня очень много на самом деле тетрадей, ручек, я очень много пишу. И просто с холодной головой проанализируйте то, что есть. Через какое-то время прочитаете, и вы поймете, это так или это не так. Если в паузе между тем, что вы написали, и тем, что вы ощущаете, вы нашли что-то положительное, то, значит, это ваш путь. Надо, как это сказать, переосмысливать свои неудачи, переосмысливать свое восприятие. И тогда, ну вот, это будет ответом на то, не почему это со мной случилось, а от чего эта ситуация меня уберегла, куда она мне показала путь, почему вот так происходит. Вот отвечайте себе на эти вопросы. Знаете, я тут со своей поездкой неудачной, ну, в кавычках неудачной, в Анталию, просто села и начала для себя записывать, что будет, если я буду действовать или не действовать, ну, с учетом того, что вот со здоровьем проблемы приключились. И я просто реально села и написала себе за и против моего отъезда в Москву. Ну, если вот коротенько скажу, значит, из положительного, если я буду действовать, поеду в Москву. Я обследуюсь в поликлинике, узнаю причину заболевания, получу рекомендации, побуду в настоящей зиме. Это положительное? Положительное. Прогуляю свои шубы, тоже надо делать раз в зиму. Пересажу орхидеи, встречусь со своими, очень скучаю, закажу парфюмы, почитаю новые книги, организую поминки моему мужу 5 февраля, будет память, 5 лет, как его не стало. Побываю на дне рождения внука, отвечу на комментарии подписчиков, наконец-то, 3 восклицательных знака, попробую прямые эфиры. И если я не буду действовать и останусь здесь, я буду подсознательно ожидать очередные осложнения с рукой. Я буду пребывать в предположениях, что с моим здоровьем. Я буду испытывать дискомфорт в квартире из-за холода. У нас действительно сейчас холодно. Я тут несколько дней отправляла своим фотографию термометра. В квартире, если не подтапливать, 16 градусов. Это холодно, действительно. И это некомфортно. И в связи с этим у меня возрастет сумма за использование электричества. Ну, понимаете, да, тоже отрицательный момент. Буду
буду переживать, ну вот мои друзья, они улетают, с кем я собираюсь улетать, что близкие улетели, и в критической ситуации мне вряд ли кто-то сможет помочь так, как помогли бы они. Из положительного у меня остается только пешие прогулки, солнечные дни, овощи и фрукты. И я поняла, что да, я приняла правильное решение, что я уезжаю в Москву. Поэтому не пренебрегайте анализом своего внутреннего состояния. Что с вами сейчас происходит? Как вы хотели бы, чтобы эта ситуация разрешилась? Вот написала, что надо ценить свою внутреннюю стойкость выше какого-то там успеха. Заставьте себя, этот глагол подходит, заставьте себя воспринимать вещи по-другому, не воспринимать все в негативе. Знаете, я когда читаю комментарии, и если вдруг приходит какой-то ворчливый комментарий, у меня все время думаю, господи, ну что ж человек ворчит-то? Я вчера не выдержала, и одному товарищу, вот он начал там то, и плохо, и у вас в России то, и я ему пишу, что ж вы все время ворчите, будьте позитивнее. Ребята, ворчание, страдания ничего хорошего нам не дают. Надо себя держать все время в позитивном настрое. Иначе кортизол нас замучает, а он нам не нужен. Нам нужен дофамин, и поэтому радуйте себя. И не случайно я всегда в своем обращении, в заключении каждого видео говорю и радости, несмотря ни на что, потому что и в Писании сказано «радуйтесь», потому что вы живете, потому что вы общаетесь. Итак, вывод такой. Главная победа не в достижении всех целей, а в умении сохранить свое внутреннее спокойствие, холодный ум и горячее сердце, как говорил Дзержинский. И действовать или не действовать, какие шаги предпринимать, делайте всегда анализ. Если я поступлю вот так, чем это закончится? Многие ведь, ой, я ему скажу то, да ты такой. Что вы испытаете от этого? Месть? Зачем она вам нужна? А лучше, может быть, избрать другой путь и просто поговорить. Поэтому я думаю, что все зависит, конечно, от нас. И долой агрессию, долой негатив. Его и так хватает в окружающем мире. А дома, внутри семьи, будьте, конечно, спокойнее, мягче. И тогда будет прибавляться здоровье. Реально будет прибавляться здоровье. Потому что хорошее настроение – это, конечно же, залог здоровья. Мои дорогие, я вас люблю. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Каждый раз говорю вам огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши пожелания, за ваше понимание, за вашу поддержку меня. Мне это придает сил. И я удивилась, что за 4 дня у меня появилось 200 новых подписчиков. Спасибо большое. Я приеду домой и сделаю видео специально для новых подписчиков, где расскажу о себе. Те, кто не смотрел мои видео, где я о себе уже рассказывала. Здоровья, мира, покоя и радости, несмотря ни на что. С уважением, ваша Светлана. Пока-пока и до новых встреч. Пульта сегодня нет, уже упаковано все. Пока.